эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Якутия с завтрашнего дня вернется к обычному рабочему графику. Система допуска по QR-кодам в общественные места сохраняется. Сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки и рейды в регионе в нерабочую неделю. Нестабильная погода прогнозируется синоптиками на предстоящую неделю в республике. Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится. Препарат разработан на базе «Спутника Ви». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что очень важно защитить несовершеннолетних детей, так как заболеваемость среди них растет. На территории республики за минувшие сутки выявили 292 случая коронавируса, из них 144 обнаружили в столице региона, 17 в Нижнеколымском районе, 15 в Алданском, 14 в Кобяйском, 8 в Верхоянском районе. Также по 12 заболевших инфекцией зарегистрировали в Нюрбинском и Хангаласском районах, по 9 в Верхневилюйском и Усть-Майском. В Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Намском районах зафиксировали по 6 случаев, в Сунтарском и Тампонском районах по 5, в Булунском, Ленском, Нерингринском и Аймиконском районах по 4, в Алайховском и Усть-Алданском по 3. Кроме того, 2 случая выявили в Верхнеколымском районе. За сутки лаборатории республики провели 3429 исследований. В Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ подписал глава региона Айсан Николаев. В ходе прямого эфира в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. Снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект. Поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли и спортивные залы. Мы начинаем работу с понедельника. Наш клуб будет работать по QR-коду. И вот это непростое время, всем надо обезопаситься, и поэтому мы всеми силами готовы, чтобы наши клиенты не болели, чтобы коронавирус не распространялся. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения с 4 ноября работают в усиленном варианте несения службы. Сегодня завершающий этап. Массовые проверки проходят по всей республике. Подробнее в материале Евгения Тайтонова. Сотрудники госавтоинспекции увеличили плотность снарядов патрульной службы не только в Якутске, но и по всей республике. Так, патрули выставлены на выездах и въездах из населенных пунктов, внутри поселков, а также улицах с повышенной концентрацией ДТП. В столице региона инспекторы ГИБДД за первую половину дня уже успели поработать на 3 участках. Это улицы Лермонтова, Хабарова и Покровский тракт. За эти выходные дни на территории города Якутска было выявлено более 20 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ну и также, кроме этого, у нас в основном проводились массовые проверки водителей, опять же, на выявление, на нетрезвых водителей. И в течение этих дней у нас на территории города Якутска, опять же, было в основном выявлено водители, которые управляют транспортными средствами, нанесенные где цветные пленки, то есть недопустимые по ГОСТу. Ну и также выявлялись такие нарушения, как нарушение правил перевозки пассажиров. В рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками ГИБДД выходят и работники наркологического диспансера. Водителей, вызывающих подозрения на алкогольное опьянение, сопровождают передвижной пункт медицинского освидетельствования. Освидетельствование проходит в машину, ему предлагается пройти тест на специальном аппарате, также сдать биологическую среду на употребление наркотических веществ. И в зависимости от результатов, которые мы получаем, мы уже выносим свое заключение медицинское. Результаты мы сразу определяем на месте. Это проба выдыхаемого воздуха
И также проводим тестирование биологической среды. Да? Если какое-то подозрение, мы отправляем биологическую среду в лабораторию. Также к массовым проверкам присоединились и сотрудники Министерства транспорта Якутии. Они проводят осмотры легковых такси с целью выявления нелегальной перевозки пассажиров и багажа без разрешения. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. Сегодня в России отмечают День согласия и примирения. В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Октябрьской революции. С 1992 года праздничным днем считался только один день – 7 ноября. Однако название праздника оставалось прежним – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Указом президента России в 1996 году в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества название праздника было изменено на День согласия и примирения. А в республике сегодня отмечают День якутского радио. В 1930 году впервые в эфире прозвучали слова «Говорит Якутск». И вот уже в течение 91 года каждый день якутское радио делится со слушателями самыми свежими новостями, прогнозом погоды, любимой музыкой и другими интересными передачами. В Якутске начинается строительство парка будущих поколений. Он будет располагаться на пустыре в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландрашвили. Проект инициировал целевой фонд будущих поколений в 2018 году. Идею поддержал глава республики. Ввод объекта планируется к 2025 году. Проект будет полностью финансироваться за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Российские фигуристы завоевали 5 медалей на этапе Гран-при в Италии. Так, золото среди одиночников завоевала Анна Щербакова, серебро Майя Хромых и Михаил Калида. Обладателями бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а в соревновании танцоров Александра Степанова и Иван Букин. Отмечается, что впервые за долгое время россиянки из группы Этери Тутберидзе не смогли выйти в лидеры после короткой программы. Однако чемпионка мира Анна Щербакова и дебютантка серии Майя Хромых смогли отличиться в произвольной программе. В Якутском музее имени Емельяна Ярославского начала свою работу выставка, посвященная 130-летию первой экспозиции музея, где выставлено собрание различных предметов из фондов самого музея. За это время в его фонды передали различные предметы от коллекции минералов и предметов ботаники и до большой коллекции фарфоровой посуды. Среди них есть и совершенно новые экспонаты, причем из далекой Южноафриканской республики. Это чороны якутянки Натальи Нкоси. Подробнее о них в сюжете Ульяны Шагиной. Наталья Нкоси – якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась и, чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. И мы решили попробовать себя в этом. И у нас неплохо даже очень получилось. И из-за этого мы решили основать свою собственную компанию, которая называется Нкоси Ceramics. Компания в городе Йоханнесбург. Якутянка руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чороны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка. Лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить на маленьких чоронах таких животных, мамонтов наших северных, цветки сарданы,
медведи. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чароны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чароны, потому что они совершенно необыкновенны. Но я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора. И они мне очень понравились. Традиционные якутские чароны в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом 2 культур. Это 2 культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чарона. Абсолютно. И цвета всех радуги, всех оттенков. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Дизайн выполнен в виде хижины, очень популярная здесь. Ее ставят на огонь и готовят в ней разные блюда – пельмени, кукурузу и многие другие. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и из самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск. Уроженец Якутска Валерий Кузаков, победитель 6-го сезона телепроекта «Голос дети», исполнил песню в финале национального отбора конкурса «Детское Евровидение-2021». В данное время Валера живет в Москве, с 5 лет занимается вокалом и играет на фортепиано. Он является многократным победителем и призером всероссийских и международных конкурсов. На Евровидение Валеру пригласили не только в качестве гостя исполнить песню, но и стать почетным членом жюри. И пускай мы разные, но целью связаны одной. Пусть на разных языках, но вместе под одной звездой. И пускай мы разные, мы вместе. Теперь о погоде. В ближайшие сутки в Оленёкском, Мирнинском, Ленском районах ожидаются порывы ветра до 9-14 метров в секунду. В Жиганском днем на востоке Усть-Майского районов до 15-17 метров в секунду. В Анабарском, Булунском до 19-24 метров в секунду. Метель. В столице региона завтра ожидается небольшой снег. Показатель термометра днем опустится до 8-10 градусов. Ну а по прогнозам синоптиков, следующая неделя будет очень похожа на эту. Погода будет нестабильная, всему виной атлантические циклоны, которые ходят по Северному морскому пути. Они выходят на арктические районы и оказывают влияние на всю территорию Якутии. В целом в ноябре месяце среднесуточная температура воздуха практически на большей половине республики будет выше нормы на 1-2 градуса. На территории Якутии аномалия среднесуточной температуры превышает 6-10 градусов, даже до 12. Это много, но это не означает, что это самое теплое место в России. Вот. Просто норма температуры, чтобы уже быть вот так. Значит, сейчас должна быть ночью 30, а днем 20. Но мы ночные температуры получаем только дневную норму. До ночной не дотягиваем. Вот всему виной вот эти вот циклоны, которые ходят по арктическому побережью. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале.